Добрый вечер, друзья. Это самое необычное включение, которое могло быть. Я нахожусь в аэропорту Шереметьево в Москве. Я приехал сюда, чтобы встречать своего родного брата Сапарика. Мне еще час буквально ждать до его приезда, точнее до его прилета. Хочу сказать то, что это самое необычное включение, потому что я не видел своего брата 4 года. 4 года я не видел своего брата. Я спустя 4 года, дай бог, сегодня, буквально через час-полтора, его увижу. И вы не представляете, какие чувства меня переполняют на самом деле. Я ехал по дороге, сейчас вы увидите кадры такие, как было пасмурно, шел дождь, и также по дороге горела машина. Вы увидите сейчас тоже кадры. Да. Вот, но несмотря на все это, мы приехали. Я потом в метро, там, на автобусах доехал все-таки до аэропорта, и сейчас я нахожусь в аэропорту. Мой брат должен прилететь с Казахстана, именно с Актау. Это аэропорт Шереметьево. Я его жду и надеюсь, что все будет отлично, и он прилетит без никаких последствий. Время все ближе и ближе, уже буквально, можно сказать, через 15 минут приземлится самолет братишки, получит багаж, и дай бог, я уже встречу. Все вот люди тоже ждут в ожидании того, что родных, близких встречать будут. Я тоже надеюсь, что сейчас Сапарик прилетит. Кстати говоря, вот табло, на табле написано вот Актау 0030, ожидается в 0019. В настоящее время сейчас уже 0014, 5 минут прилетает. И я думаю, багажи будут выдадут. Буквально с минуты на минуту будет выходить уже, я не знаю, вот я как хатика жду возле этой двери. Сердце стучит, волнуюсь. Блин, не знаю, как передать эти чувства, но 4 года целых не видел родного брата. 4 года. Иди сюда, вот так. Ай, братуха. Валейкум салам, брат. Kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna Здесь ты вымахал, and I wanna love, but all my tears. Сапарик, идем кушать хочешь? А? Здесь тебя посыпало прыщи, ебать, Сапарик. Прилетел сразу с бургера, вкусная точка. Приятного аппетита. Так что хочу сказать, то что эмоции меня переполняют жестко на самом деле. Я даже не знаю, как будто я во сне 4 года как никак не видел родного братишку. Вот. И спустя 4 года мы с ним увиделись. Он приехал. Дай бог. Дальше будем радоваться контентом. Так что ждите. Спустя долгое время все-таки мы добрались до дома. Время 9 часов утра. Сапарик ровно 4 часа до дороги. Ощущение устал. Такой вид у меня из окна. Оценить. Правда, я тоже устал. Потому что с машины на машину, с машины на машину. Вот такой. Сапарик приехал, уже 3-й день находится в Воронеже, 4-й день, если так брать. Вывел за первые 4 дня погулять его, и для этой локации стал город Воронеж, парк Дельфин. Вообще, что можешь сказать про парк? Салам алейкум. Большой парк, свежий воздух. Тебе нравится? Да, Это еще не все. Сначала мы с тобой пройдем, еще красивее место будет.
Там детский парк. Там детский парк, да, там детские эти аттракционы. Что я хочу сказать, то что на улице прохладно, 6 градусов. Немного подмерзаю, правда. Потому что без термобелья, опять же. Но в целом все нормально. Самое главное движение. Во время движения будет все нормально. Если будешь двигаться, то тебе будет и тепло, и не будет холодно, самое главное. А мы идем, посмотрите просто вокруг, какая красота, деревья. Но я, правда, не знаю, как деревья называются. А если кто знает, как называются данные деревья, обязательно спустите комментарии и напишите, пожалуйста. Плюс я узнаю, как называются на самом деле эти деревья. Для вам это всего лишь написать, а мне всего лишь это будет познавательно. Девушка, как деревья данные называются, не подскажете? Блять, даже нахуй девушки не хотят со мной общаться. Итак, мы подходим к водохранке. Оцените красоту, особенно, я так назову это, осеннюю красоту, так как это очень красиво. Внимание, купание запрещено, но людям похуй. Они могли купаться и тут, не знаю, летом, и зимой, и осенью. Как сафари, чуть-чуть мировоззрение открывается, глаза открываются. На этот вид посмотрите, как красиво. Не, самое главное, скажи, вот ты где там увидишь вот таких уток? Так с рук кормят. А? Ты ахуй? На этого голубя, знаю, охуенно. А мы застрелили руку, захавали. Да. Ну так, смотри, делаешь вид то, что ты что-то бросил. По кайфу. Деревья, да? Давай. О, вдалеке там рыбаки, как говорится, рыбак рыбака видит издалека, все верно. Сразу видно, да, там аханы, да, супер, да, не? Да, коллада работает. Коллада отрабатывает. Надо охуеть, Может крутить даже. Крутят, да. Вот так вот. Осень во всей красе просто, смотри, как деревья желтеют, точнее листья желтеют, деревья лысеют, люди одеваются. Сапарик, Бигдаша уток жрал, резал, и тут стоишь, кормишь их, да? Для видео? А, делаешь вид то, что кормишь, да? Что-нибудь похавать. Красавчик. Вот тут, походу, хотели написать сапышка, картошка. Написали пышка, картошка. Сапышка, картошка. Бля, давай я тебя то, что сфотографирую сейчас на этой лавке. Наше ознакомление с городом Воронеж продолжается. Теперь мы находимся в центре, рядом с церковью. Вот, идем. Тут вся движуха по улице. Направляемся в парк Орленок, кстати говоря. И будем в Орленке тоже учиться что-то как. Зацени вот эту красоту. Просто. Вот тут мое первое место работы Тануки. Тут я начинал работать в свои студенческие годы, будучи студентом.
будучи студентом первого курса, вот тогда я первый раз устроился сюда работать официантом. И тут я работал буквально, можно сказать, плюс-минус месяц. Затем я уволился по своей воле, потому что мне платили копейки. Я заработал там за месяц работы 12 тысяч рублей. Осень. Что за красота? А? Да, бывает. Это кальянная. Вот. Продолжаем. Мы уже находимся на улице Кольцовской. Кстати, это улица Кольцовская, Сапарик. Знакомимся. Тут столовка, все дела. Купоны, не купоны. Короче, сейчас твоя задача состоит в том, подойти вон к тому персонажу, дать ему 5 пятерок. Ну, в плане того, что ладошку дать. И сказать, а что ты тут делаешь? Понял? Да. Это, судя по походке, это девочка. Есть такое впечатление? Потому что мальчиков не ходит точно. Но это точно девочка, думаю. Так что садишься на этот велосипед, угоняешь его и едешь туда, к ней. Даешь пятеру, окей, девушке дашь пятеру. Скажи, что ты тут делаешь? Она тебе сейчас будет давать. А, Сапарик, ебашь. Работаю. Работа у тебя такая? Да. Давайте становитесь фотографироваться. Давай, где фотографируйся, Сапарик? А сделай вид то, что его целуешь. А что за купоны? Это интим-магазин. 18 вам есть? А, мне нет, извините. И ему нет. Понятно. Будет 18, тогда приходите. Все хорошо, до свидания. Понял, да? А что так сказал? Как? Типа нет 18. Ну, потому что интим-магазин. Назовем этот блог как ознакомление Сапарика с Воронежем. Мы уже находимся на галерее Чижова, точнее не на галерее Чижова, а в галерее Чижова. И сейчас мы тут прогуляемся. Сейчас мы находимся в супермаркете Окей. И у нас тоже все окей. Мы сейчас купим водички, купим что-нибудь поесть. Ну и дальше продолжится наш влог. Так что следите, ознакомление обязательно будет. Вот. Так что так. Сапарик, это по твоей теме. Как хочешь скажи. Острина есть? Осетрина? Пойдем дальше, я тебе покажу. Осетрина. А? Лосось, вот. Лосось. Вот лосось. Вот. И смотри, что тут. Маленький? А ты как будто своего родного увидел тут, бля. Что? Ну тут смотри, он за килограмм сколько стоит. $13. 1 300 000. А Биг Дэшет сколько стоит? Миллион. Килограмм миллион? Но вот таких, это как карандаши, да, считается? Это знаешь, какие что делают? Че? Такие магазины тоже катишки военные спрашивают, не могут. Карпы. А вон, считай, карп, наверное. Живого можно поймать и купить, понял? Ты понял, там похавать захотел, ты живого ловишь и забираешь.
Пока мы гуляли в торговом центре Сафариком, уже потемнело вот на улице. Мы идем с ним, мы направляемся домой, честно сказать, устали, потому что очень много всего на ногах, время провели. И, честно сказать, я устал, и он тут, соответственно, устал. И мы сейчас идем, тут уже уличные музыканты собираются устраивать группу и петь. Блин, так плотно поели, правда, мне пришло в голову снимать после того, как уже поели. Сапарик, давай рассчитай себя иди по-братски. Ладно, сегодня рассчитаемся. Сегодня рассчитай себя, брат. Пиздец, блядь. Самого денег не осталось. Братишку прошу, чтобы рассчитался. Моя первая оплата карты Сафарика будет. Ауф, блядь. Что, пойдемте? Чё теперь, куда пойдем? Пойдем прогуляемся. Покажи мне город Воронеж.